Сегодня поговорим о несостоявшемся политике, о человеке, который убил двух людей, чтобы возглавить банк, о человеке, который хотел сместить Назарбаева и стать главным оппозиционером страны – Рахат Мухтарович Алиев. Рахат Алиев был очень умным человеком, доктором медицинских и экономических наук. В феврале 2015 года он был найден мертвым в австрийской тюрьме незадолго до суда и экстрадиции в Казахстан. А что привело его к этому, как раз сегодня вам и расскажем. Рахат Алиев был никому неизвестный человек, однако он закрутил роман с дочерью секретаря ЦК Компартии КССР Нурсултана Назарбаева. Трудно сейчас сказать, был ли этот брак по любви для него, или это лишь его амбиции. Наверное, только он сам мог ответить на этот вопрос. Однако, будучи на тот момент студентом, он без проблем закончил медицинский институт на врача-хирурга в 1986 году. Ну еще бы у него проблемы были бы. После распада Советского Союза свояк первого президента Казахстана был полон амбиций использовать этот статус, и вместо медицинской карьеры он стал заниматься политической деятельностью. Сперва начал свой путь с Министерства здравоохранения, затем возглавлял ряд национальных компаний. То был генеральным директором внешнеторговой компании «Казмедимпорт» при Министерстве внешних экономических связей Республики Казахстан, то стал генеральным директором ТО совместного предприятия «Казахстан. Торговля и финансирование», а еще был президентом холдинга «Сахарный центр», за что и получил прозвище «Сахарный король». Но настоящий денежный прорыв он сделал в 1996 году, когда стал начальником управления по борьбе с коррупцией и контрабандой при налоговой. Здесь у него появилось два друга, с которыми он делал темные дела – Виктор Храпунов и Мухтар Аблязов. Тут была простая схема. Храпунов продает за копейки имущество Аблязову, а Рахат Алиев крышует и проверяет на законность, которой не было естественно. Таким образом легализовали и построили частный парк Аблязова «Мир Фантазию Алматы», строительство многоэтажек в элитных районах, продали цирк и многих других частных схем, которые вроде на бумажке выглядят легальными, на деле же имущество стоило в 10 раз дороже. Время шло, Рахат Алиев становился все более амбициозным. Он и сам начал заниматься бизнесом. В 1997 году друг Алиева Аблязов приобрел банк и укрепился в статусе олигарха. Алиев тоже хотел стать олигархом, ведь между ними была конкуренция, но 80 миллионов долларов на покупку банка у него не было. В феврале 2007 года он решил стать банкиром, но бесплатно, не тратя целое состояние. Его глаз пал на один из трех лидирующих банков – Нурбанк. Нурбанк на тот момент был потенциально лучшим банком в стране. Основная прибыль шла от государства с помощью зарплатных проектов в госструктурах, а также льготные кредиты под низким ставкам, которые субсидировало государство. Крупный акционер банка, а также председатель правления Абельмажин Гелимов наотрез отказался даже обсуждать продажу банка. Поэтому у Рахата Алиева появился план рейдерского захвата, как в сериале «Бригада». 1 февраля 2007 года Алиев на своем автомобиле вместе с Вадимом Кошляком, это советник первого зампреда Нурбанка, вывезли из банка Абельмажина Гелимова. На другом автомобиле был вывезен Жолдас Тимралиев, бывший первый заместитель председателя правления Нурбанка. Оба похищенных затем в течение 2 дней удерживались на территории подсобного хозяйства ТО «Агрофирма Агротекс», принадлежащего отцу Рахата Алиева Мухтару Алиеву, с целью вымогательства. Алиев требовал от Абельмажина Гелимова и Жолдаса Тимралиева переоформить на него свое имущество. 9 февраля 2007 года Рахат Алиев на своем автомобиле вместе с Вадимом Кошляком вывезли в неизвестном направлении Айбара Хасейнова, завхоза Нурбанка, а также снова вывезли Жолдаса Тимралиева, после чего след указанных лиц пропал. Ну и как вы поняли, наверное, уже имущество они так и не переписали. Позже тела банкиров были найдены и завели дело по статье «Убийство группой лиц». Понимая, что его ждет тюремное заключение, Рахат напросился на должность посла в Австрии. А когда уже начали расследование по факту пропажи топ-менеджеров Нурбанка, Алиев перешел в оппозицию и, как Аблязов, начал просить политическое убежище в Австрии. Сходу же он начал давать интервью всем направо и налево, мол, он за один день стал оппонентом власти, стал писать книги про коррупцию внутри страны, разработал различные политические программы и даже хотел войти в штаб ДВК к своему другу Мухтару Аблязову. К слову, когда шел судебный процесс по убийству топ-менеджеров Нурбанка, оказалось, что Алиев, всю жизнь работавший на госслужбе, очень богатый человек, и весь бизнес он переписывал на своего отца.
У Рахата Алиева было много предприятий, которые помогали ему уже получать средства от государства по сельхозпродукции. Он вкладывал деньги и на торговые центры. Еще у него были акции и в Астана Финанс, тот самый холдинг Аблязова, который с помощью Алиева и Храпунова превратился чуть ли не в самую крупную холдинговую компанию Казахстана. В общей сложности в Австрию он привез 200 миллионов долларов, которые пытался легализовать в Германии. Немцы даже начинали расследование. В центре данного расследования покупка казахстанцем металлургического предприятия Metallwerk Bender Rheinland, расположенного в городке Гелебштратум под Крефельдом. Эта сделка была осуществлена через принадлежащую Алиеву фирму Armorial Trading. Также он и отмывал деньги в Вене, скупая различные предприятия и работая исключительно на несуществующую прибыль. В Вене ему дали политическое убежище, но позже посадили в тюрьму, так как помимо отмывания денег вскрылось еще одно убийство. Австрия, видимо, осознала, кому дала политическое убежище. Казахстанская журналистка и телеведущая Анастасия Новикова погибла в 2004 году, упав с балкона квартиры в Бейруте. Новикова, как заявляла ее семья, имела связь с Рахатом Алиевым и родила от него дочь. Родственники уверены, что Анастасия не покончила с собой, как заявила ливанская полиция, а была жестоко убита. Девушка состояла в официальном браке с дальним родственником Алиева, который работал в посольстве Казахстана в Австрии и погиб за несколько месяцев до нее. То есть Рахат Алиев убил свою любовницу, и мотивы до сих пор неизвестны. Но СМИ писали, что у них была ссора, и он ее скинул с балкона. Причем судмедэксперты Австрии доказали, что суицида не было. Но и это еще не все. В феврале 2006 года в Алматы были похищены и убиты политик Алтынбек Сарсембаев, его водитель Василий Журавлев и охранник Бауржан Байбосын. Следствие установило, что заказчиком преступления был Ержан Утимбаев, который дал признательные показания, но в суде отказался от них. Весной 2012 года Рустам Ибрагимов, который судом был признан исполнителем преступления, заявил, что заказчиком убийства был не Ержан Утимбаев, а экс-посол Казахстана в Австрии Рахат Алиев. В конце июля 2014 года Генеральная прокуратура заявила, что обвинения Алиеву не были предъявлены. Для расследования этого дела Генпрокуратура создала межведомственную рабочую группу из числа сотрудников КНБ, МВД и самой Генпрокуратуры. Обвинения, как ожидалось, должны были предъявить после окончания следствия. Уже в следственном изоляторе, понимая, что его ждет пожизненное заключение или еще хуже экстрадиция в Казахстан, не сдержавшись от большого позора, Рахат Алиев покончил с собой. Вернуть украденные деньги Республике Казахстан не получилось, потому что в Вене Рахат Алиев повторно женился на Эльнаре Шоразовой и даже взял ее фамилию. Все деньги он оставил ей и сыну, который родился у семейной пары в 2008 году. Вот такая получилась насыщенная история умного человека, который переоценил свои силы и никак не мог остановиться. Собственно, это же его и погубило. А мог стать хорошим хирургом и вместо того, чтобы воровать, реально бы спасал жизни. Понравилось видео? Тогда подписывайтесь на канал, ну и заглядывайте к нам в соцсети. Всем пока!